Добрый вечер. В эфире «Региональные вести». С вами Лариса Шамаева. И в начале о главных темах. Фонд защитников Отечества продолжает оказывать помощь участникам СВО и их родным. Специалисты фонда оказывают поддержку 7 дней в неделю. О новых проектах для более эффективной помощи нашим героям расскажем в нашем выпуске. Трекинговые выходные по зимним тропам. Впечатление от сегодняшнего похода вообще это было что-то. Пеший поход по Волчьей тропе. Как участники наслаждались горными красотами, смотрите сегодня. Мониторинг по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Лучше всего не проводить самолечение, а все-таки обратиться к врачу. Роспотребнадзор назвал ситуацию в республике спокойной. Рамзан Кадыров побывал на репетиции участников вокального проекта «Дека Сан-Аз». Глава региона познакомился с конкурсантами и принял участие в прослушивании. Все подробности Турпалали Тайсумова. Внимание! Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Вот так глава региона приятно удивил своим неожиданным визитом организаторов и конкурсантов во время репетиции музыкального проекта «Дека Сан-Аз». Участники шоу готовились к выступлениям, по очереди выходили на сцену и исполняли композиции. В самом начале, вдохновившись присутствующим зрителям такого высокого уровня, пройдя предварительный отбор, их голоса вскоре зазвучат самым громким и ярким тембром. Конкурс начал свой путь еще в 2011 году по инициативе выдающегося деятеля культуры Чеченской Республики Тамары Денильхановой, которая по воле Всевышнего ушла из жизни в 2020 году. За эти годы он сыграл важную роль в развитии музыкального искусства и открыл дорогу многим талантам, отметил Рамзан Кадыров. Он рассказал о высоком профессионализме организаторов данного проекта, а также поблагодарил каждого участника за трогательные и красивые голоса на сцене. По его словам, все должно исполняться с душой. Это гарантия успеха.
Заслуженная артистка Российской Федерации Тамара Дадашева в своем обращении от имени всех выразила благодарность руководителю региона за его постоянное внимание к культурной жизни субъекта, которую он вывел на совершенный уровень, задав планку, которую сложно покорить другим. Огромную честь провести репетицию в присутствии Рамзана Кадырова выразила заслуженная артистка Российской Федерации, директор Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова Элина Муртазова. Как она подчеркнула, конкурсантам было волнительно выступать перед почетным зрителем, но все смогли собраться, выйдя на сцену, ведь они уже показали себя профессионалами. Однако, к сожалению, их количество будет со временем уменьшаться, поскольку отчетные концерты уже близко. Из более 250 претендентов отобраны были 33 человека для 4 наставников. Нашу репетицию посетил глава Чеченской Республики. Для нас это большая честь, большая мотивация. Очень волнительно было для ребят, которые впервые выходили на сцену, выступать перед главой Чеченской Республики. Но я считаю, что в дальнейшем будет легче. Огромную энергию нам передал глава Дейрис Хелсон за то, что заботится о нас, заботится о Министерстве культуры, о филармонии и сейчас о наших новых конкурсантах. Мы готовимся к первому отчетному концерту, который состоится 20 февраля. После первого отчетного концерта, к сожалению, мы попрощаемся с 4 конкурсантами, и проект будет продолжаться до лета. У нас будет 6 концертов, и последний отчетный концерт, где мы уже выявим победителя. Один из участников, прибывший из Республики Дагестан, сам того не ожидая, исполнил свою мечту. Смог встретиться с Рамзаном Кадыровым и сделать фото на память. Рамзан Ахматович, я очень рад. У меня была мечта искренне. Спасибо Мураду Байкаеву за это. У меня просто мне сны даже снились. Спасибо большое. Дай вам крепкого здоровья и долгих лет жизни, Рамзан Ахматович. От всего сердца с Дагестана. Спасибо большое. По словам Руслана, уже это событие делает его настоящим победителем, ведь он пришел не покорять Олимп, а просто показать свой талант, что скоро и продемонстрирует. У меня была такая мечта сделать совместное фото с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Сегодня моя мечта такая осуществилась. Вот, я выступил, и мне довелось сделать совместную фотографию с главой Чеченской Республики. Сегодняшняя репетиция была у нас в живом таком формате. Присутствовал глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Было очень волнительно, но мы все справились с этим. Просто это была репетиция, на которой присутствовал глава, и было очень волнительно. Даже на концертах не бывает так волнительно, как было сегодня на репетиции, но наша команда и все участники прекрасно справились со своей работой. Волновались, но справились. Один из наставников, заслуженный артист Российской Федерации Мурат Байкаев, также отметил гордость за возможность провести мероприятие с участием главы субъекта. А кроме того, он признался, такие репетиции – это отнюдь не легкая прогулка, а настоящий труд и борьба внутри себя для каждого из певцов. Один из таких ярких, красочных дней в жизни участников нашего проекта, в целом нашего проекта. Сегодня таким прекрасным подарком стало, что на репетиции присутствовал глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. И то, что он сказал напутственные слова нашим участникам, и то, что он отметил важность этого проекта, скорее всего, это огромная мотивация для наших ребят, и это огромный трамплин в их будущее, в их творчестве. С таким зарядом энергии будущие звезды сцены станут намного сильнее и без сомнения построят блестящую карьеру при определенных стараниях. В завершении встречи по традиции последовала общая фотография. Турпа Лалита Исумов, Саид Селиман Пукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести. Чеченская Республика. Фонд защитников Отечества продолжает оказывать всестороннюю помощь участникам СВО. Новым направлением стали проекты «Жены героев» и адаптация жилья. Каждый из них направлен на создание условий поддержки ветеранам и их семей. Валентина Гусевская расскажет подробнее.
Фонд «Защитники Отечества» более 1,5 лет помогает ветеранам специальной военной операции решать проблемы в самых разных направлениях. Филиалы организации есть в каждом регионе России. Специалисты фонда оказывают поддержку 7 дней в неделю. Они помогают не только участникам специальной военной операции, но и членам их семей. За непродолжительное время существования фонд реализовал десятки проектов. Один из недавних – «Жены героев». Сегодня прошло первое собрание. Его участницы – вдовы погибших бойцов спецоперации. Хави Сайтахановой организация помогает на протяжении 8 месяцев после гибели ее супруга. На ее попечении осталось 5 детей. Огромная благодарность хочу сказать. Фонд защиты Отечества, Хазнеясан Таулка Хаушу, Татерго Яшбу, Дейл Рейз Хилшун Массана, Тхоишта Тестадыч Таулка Хаусан. Инца Лайолина, Жены герои проектиум, Чохаз Белетито, Хазнеясан Тхойк Хаушбу. С этого года фонд помогает ветеранам спецопераций в организации санаторно-курортного лечения длительностью 21 день. Мы помогаем получить им реабилитацию в центрах Пенсионного и социального фонда Российской Федерации. Реабилитационных центров 12, они находятся в разных городах. Да, у нас в январе уже многие отправились в Анапу, Волгоград. Адаптация жилья – еще одно направление патронажа фонда. В месте проживания ветерана с ограниченными возможностями здоровья проводит ремонт в соответствии с его нуждами. Одно из условий – уволенному участнику необходимо иметь прописку или быть собственником дома или квартиры, где проводят модернизацию. Любой ветеран с инвалидностью по военной травме может оставить у нас обращение, которое в течение 3 дней будет рассмотрено. У нас есть комиссия по адаптации жилых помещений, которые выезжают на место, смотрят жилье, собирают необходимые документы, соцкоординаторы помогают в этом, и мы заявки направляем в наш центральный аппарат. В адаптацию жилых помещений входит до 83 наименований. Там и адаптированная кухня под нужды инвалидов, умный дом входит, и кровати для инвалидов, столики, разные принадлежности необходимые в зависимости от инвалидности. С самого начала специальной военной операции в Украине военнослужащие и добровольцы из Чеченской Республики принимают в ней участие. Фонд, в свою очередь, регулярно проводит мероприятия для бойцов, ветеранов и их семей, помогает в вопросах выплат, медицинского и юридического сопровождения, предоставляет услуги психолога. Сейчас в этом году мы максимально прилагаем усилия для того, чтобы нетрудоустроенные участники специальной военной операции, то есть уволенные из военной службы, их обеспечить работой, то есть какими-то видами деятельности. И непосредственно будем проводить ярмарки вакансий. Планируется также обеспечение транспортными средствами. Это участники тоже специальной военной операции, инвалиды с парной ампутацией нижних конечностей. Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и успешно справляется с возложенными обязанностями. Валентина Гусевская, Ислам Ибрагимов, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Польза для здоровья и душевного равновесия. Министерство туризма Чеченской Республики организовало пеший поход по зимней Волчьей тропе. Это настоящий праздник для любителей активного отдыха. Снежные горы и настроение участников в нашем следующем сюжете. Министерство Чеченской Республики по туризму организовало пеший поход на территории курорта Ведучи. Его протяженность составила более 7 километров. Участники преодолели так называемую Волчью тропу. Чтобы успеть пройти такое расстояние, старт отъезда из Грозного запланировали на 8 утра. Тропа была выбрана конкретно из-за погодных условий, потому что она более легкая и далась бы нам сегодня как раз-таки легко. А после зимы, как раз-таки, вот в этом году это первый получается пеший поход. После зимы будет конкретно еще походы. И я думаю, в месяц их будет несколько. На участие в походе записалось 40 желающих. Информация о наборе была размещена в социальных сетях ведомства. Прогулка длилась 3 часа. За это время участники наблюдали всю красоту чеченских заснеженных горных вершин, не упуская возможность сделать красивые фотографии и пообщаться с компаньонами. Впечатление от сегодняшнего похода вообще
Это было что-то. Здесь я была сегодня в первый раз. На подъемах где-то бывало трудно. Конечно, приходилось немножко отдыхать. Потом с новыми силами вперед, в бой. Это не первый и не последний поход по интересным и отдаленным местам Чеченской Республики. Подобные мероприятия Министерство по туризму организовывает для местных жителей регулярно с целью изучения красивой природы региона. Валентина Гусевская, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Несмотря на то, что зимний период заканчивается, вирусы, такие как грипп и ОРВИ, никуда не уходят. В региональном управлении Роспотребнадзора держат на контроле ситуацию с сезонными вирусными инфекциями. Показатель заболеваемости не превышает уровня расчетного эпидемического порога, и в целом ситуация в республике спокойная. Подробности у Рамзана Абуева. Грипп и ОРВИ под контролем, эпидемиологическая ситуация в Чеченской Республике спокойная. Таковы последние данные Роспотребнадзора. Заболеваемость остается на низком уровне. За прошедшую неделю в медицинские организации обратилось всего 41 человек с симптомами острых респираторных инфекций. На сегодняшний день, в принципе, обстановка, она спокойная. В случае заражения или если вы почувствовали недомогание, у вас насморк и другие симптомы, указывающие на острые вирусные респираторные заболевания, лучше всего не проводить самолечение, а все-таки обратиться к врачу. По итогам прививочной кампании вакцинировано 920 тысяч человек, что соответствует 100% от плана. Групповой заболеваемости острыми респираторными инфекциями не зафиксировано. Основные меры по профилактике ОРВИ и гриппа включают в себя вакцинацию, сбалансированное питание, рациональный питьевой режим и предотвращение переохлаждения. Регулярное проветривание помещения также играет ключевую роль. Не менее важно помнить о правилах личной гигиены. Роспотребнадзор непрерывно мониторит эпидемиологические риски. В то же время медицинские службы полностью готовы к оказанию помощи населению в период эпидсезона. Рамзан Абуев, Ислам Ибрагимов, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. В Государственной галерее имени Ахмад Хаджи Кадырова состоялась персональная выставка мастера декоративно-прикладного искусства Розы Хасановой. Посетители смогли познакомиться с уникальной коллекцией работ, отражающей богатство техники художественной вышивки и многогранность таланта автора. На мероприятии побывала наш корреспондент Лимда Джамалдинова. С волнением и трепетом гости входили в зал, где царила атмосфера вдохновения и творческого волшебства. Эти произведения искусства не просто сплетены из нитей, это целые истории, заключенные в каждой стежке, наполненные эмоциями и глубоким смыслом. В экспозицию вошли более 50 авторских работ, создано за последние 5 лет в технике вышивки крестом. Все произведения представлены публике впервые. Посетители могли насладиться разнообразием цветовых гамм и сюжетов, которые отражали богатство внутреннего мира художницы, ее неповторимый взгляд на окружающую действительность. Любовь к этому делу передалась от мамы, признается автор картин. В свое время и сейчас всегда ценились вещи ручной работы. И мне именно я первый набор сделала, мне понравилось. Наверное, я романтик. Эта картина настолько мне пришлась по духу, я ее сделала, и на нее, и на другие всегда мне звонят, спрашивают, продадите, хотели бы приобрести. Среди зрителей были не только друзья и коллеги художницы, но и простые любители искусства, которые пришли, чтобы прикоснуться к ее творениям. Каждый посетитель был поражен мастерством исполнения и тонкостью деталей, которые делали каждую картину уникальной. В этот вечер галерея имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова стала местом встречи душ, объединенных любовью к искусству. كوبي مقطوع وان حاجة وين حاجة شلون تنسرش روزا ديك شديني ديك وجدي شيء ديك ناقص. В завершении встречи автору картин вручили благодарственное письмо от галереи как символ признания ее таланта. Этот вечер запомнится надолго как праздник творчества, где каждая вышитая картина стала отражением души ее создательницы. Роза Хасанова не только представила свои работы, она открыла миру свои чувства, оставив яркий след в сердцах всех, кто был свидетелем этого искусства. Лимда Джамалдинова, Саид Амин Мусаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика.
Открытый республиканский турнир по вольной борьбе, который прошел в Грозном спорткомплексе «Олимпийск», собрал лучших борцов со всех районов региона. 200 спортсменов в 10 весовых категориях сражаются за путевки на чемпионат Северокавказского федерального округа. Репортаж Турпал Алита Сумова. Перевод, бросок, накат. Эти приемы используются борцами на автоматизме, чтобы одержать верх во время схваток. Чемпионат Чеченской Республики по вольной борьбе проводится в очередной раз в спортивном комплексе «Олимпийск» по инициативе Министерства субъекта по физической культуре и спорту. Все соревнования по календарному плану Министерства спорта, по младшим юношам, по молодежи мы все успешно провели. Борцы показывают нормальную технику, тактику. В зале было прохладно, но спустя несколько минут становится жарко. Во всех смыслах этого слова. Вырвать победу борцам непросто, ведь все они далеко не новички. Сражаются между собой 200 спортсменов в 10 весовых категориях. В этот раз соревнуются исключительно взрослые. Мужчины ведут себя на ковре предельно жестко, но в рамках правил. Это показатель дисциплины и взаимоуважения. И то, и другое есть у Алимхана Джамалуева. Выступает он в категории 86 килограмм. Ближе к развязке схватки с соперником счет был 10-5 не в пользу Алимхана. Однако он не пал духом, собрался и провел несколько успешных атак, вырвав победу буквально на последней секунде. С перевесом в 1 балл. К слову, он является участником турниров ACA. Его статистика 6 побед и ни одного поражения. На трибунах не было полного аншлага, однако у каждого борца из региона здесь присутствуют свои болельщики, друзья и близкие. Эти парни приехали из Аргуна поддержать своего мастеровитого старшего друга. Итоги турнира станут известны к концу 19 февраля. Победители и призеры получат путевку на соревнования Северокавказского федерального округа. Турпал Алита Исумов, Шамсуди Джабраилов и Магомед Ахматов. Вести. Чеченская Республика. Таким был день. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева и до новых встреч в эфире.